Добрый день. Меня зовут Нараб Роман Игоревич. Я руководитель Кумера регионального общественного учреждения по защите прав потребителей доверия. И сегодня мы коснемся защиты прав потребителей при продаже потребителям товаров. С этими правоотношениями вы сталкиваетесь практически ежедневно. Поход в магазин за любой мелочью, по большому счету, это уже заключение договора купли-продажи между вами и продавцом. Под продавцом мы имеем в виду не конкретного человека, который сидит за кассой или стоит за прилавком, а непосредственно та организация, которая осуществляет продажу вам товара. Что касается особенностей защиты прав потребителей при заключении договора купли-продажи. Давайте коснемся той ситуации, когда вы купили какой-либо товар и в процессе эксплуатации, либо непосредственно в день покупки, после покупки, вы выявили в нем недостаток. И вот здесь хотелось бы отметить, что же такое недостаток, какие они бывают, чем отличаются. Для наиболее простого понимания мы под недостатком подразумеваем все те отступления от качества, которые влияют на эксплуатацию купленного товара. Недостатки могут быть производственными и приобретенными. Их отличает момент и способ, собственно, появления этого недостатка. Производственный недостаток связан с каким-либо нарушением, возможно, технологии при изготовлении товара. Связан с тем, что допустил сам изготовитель, когда этот товар производил. Приобретенный недостаток, он не связан с действиями изготовителя как таковыми. Он мог возникнуть по вине продавца, который доставлял товар, по вине покупателя, который, как обычно, не прочитал инструкцию до того, как начать эксплуатацию, либо халатно отнесся к использованию товара. Это разграничение нам пригодится для того, чтобы понимать дальнейшие наши возможности при заявлении определенных требований. Ко всему прочему, необходимо выделить такое понятие, как существенный недостаток. Под существенным недостатком мы предполагаем тот недостаток, который вновь появляется после его устранения. То есть мы выявили недостаток телефона, условно говоря, который перестал звонить по причине того, что где-то изготовитель нарушил производственный процесс при изготовлении динамика. Мы отдали этот телефон на ремонт, получили его, начали эксплуатировать, и вновь динамик перестает работать. Вот с этого момента, казалось бы, обычный недостаток и стоимость устранения, которая не всегда может стоить больших денег, становится существенным, потому что он проявился вновь после его устранения. К существенным недостаткам также относятся
недостатки, которые невозможно устранить, либо их устранение невозможно без существенных материальных вложений. Ну, скажем так, если замена материнской платы в телефоне превышает половину стоимости этого телефона, то уже по сложившейся практике этот недостаток можно признать существенным. Либо вообще бывают ситуации, когда устранение недостатка нецелесообразно, потому что стоимость устранения практически равна стоимости этого товара, либо же сам изготовитель не предусмотрел возможность замены определенных деталей. Вот на этом этапе, когда мы уже понимаем, какие бывают недостатки, мы можем коснуться той ситуации, когда в процессе эксплуатации выявилась какая-то поломка, какое-то несоответствие тому, чего мы от товара ожидали. И здесь же мы должны коснуться того, что все товары делятся на две основные категории. Но это технически сложные товары и все остальные. Технически сложные товары определяются подзаконными актами, в частности, постановление правительства Российской Федерации утвердило перечень технически сложных товаров. Соответственно, если в этом перечне товар отсутствует, то к технически сложным он не относится. И вот сейчас мы коснемся первой ситуации, когда недостаток был выявлен в технически сложном товаре. Если мы выявляем любой недостаток технически сложного товара в течение 14 дней после его покупки, то мы можем заявить все возможные требования, которые предусмотрены законом. Ну, точнее, любое из них. Если же в случае выявления недостатка у технически сложного товара истек срок 14 дней с момента покупки, то здесь же единственное возможное требование, которое мы можем заявить продавцу, это осуществить ремонт данного товара. С него, пожалуй, мы и начнем. Какие есть нюансы, связанные с осуществлением ремонта товара? Помимо всей фиксации, передачи товара, даты начала ремонта, мы также должны зафиксировать и его окончание. Либо, если ремонт осуществляется более 45 дней, то мы можем зафиксировать и это обстоятельство, которое имеет важное значение для потребителя. Чтобы было проще понимать, давайте мы коснемся той ситуации, когда потребитель купил новый смартфон, долгожданный для него, который также отнесен законодателем к технически сложным товарам. В процессе эксплуатации выявляется недостаток. Если 14-дневный срок с момента
покупки еще не истек, тогда потребитель может потребовать у продавца произвести ремонт данного смартфона, либо обменять смартфон ненадлежащего качества на аналогичный товар надлежащего качества, либо потребовать возврата уплаченных денежных средств. Здесь же мы сталкиваемся в жизни с той ситуацией, когда никто не хочет пользоваться техникой, которая уже была в ремонте. И в этом случае зачастую заявляется требование о замене товара, либо возврате денежных средств. Но что же делать, если вот этот вот наш технически сложный товар сломался по истечении 2 недель с момента его покупки? Здесь мы существенно ограничены законодателем, и все, что мы можем потребовать, это произвести ремонт данного смартфона. И вот здесь нам надо быть внимательными. Начиная с момента заполнения документов на передачу товара продавцу, где в том числе зачастую указывается и состояние передаваемого товара, которое должно отражать фактическое состояние. В случае с теми же самыми телефонами мы зачастую сталкиваемся с тем, что независимо от внешнего состояния, многие продавцы указывают в документах наличие определенных повреждений, потертостей, царапин, трещин. Это недопустимо с той точки зрения, что в дальнейшем вы не сможете доказать, что товар не соответствовал тому состоянию, в котором вы получили его назад. Оформили вы документы, сдали его на гарантийный ремонт и начали ждать. В этом случае ждать придется значительно дольше, чем если бы вы имели возможность заявить иное требование. Здесь максимальный срок гарантийного ремонта установлен в 45 дней. Если продавец успел осуществить ремонт в установленный срок, то вы получаете свой товар назад, пользуетесь им в тех целях, в которых вы его покупали, но ваш гарантийный срок на товар будет продлен на период его нахождения в ремонте. Именно поэтому надо фиксировать и дату сдачи товара, и дату его получения, потому что эти дни имеют значение в дальнейшем. Если же случилась та ситуация, когда продавец не успевает в течение 45 дней осуществить ремонт, вот в этом случае у вас появляется право заявить иное требование, такое как обмен товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества, либо возврат денег. И опять же, для этих целей необходимо все даты фиксировать. В случае, если в технически сложном товаре выявляется дефект, который относится к существенным недостаткам. Здесь же вы можете поступить точно так же, как и с обычными товарами. Вы не ограничены 14-дневным сроком с момента покупки. Вы не ограничены возможностью заявления требования только об осуществлении ремонта товара. Вы можете потребовать возврата денег, вы можете потребовать обмена товара. Соответственно,
поскольку с технически сложными товарами нам стало немножко понятнее, коснемся существа отдельных требований. Ну, с ремонтом все относительно понятно. Товар сдается для проведения гарантийного ремонта, срок которого не может превышать 45 дней. Этот срок исчисляется с момента передачи товара продавцу. Все доводы о том, что у нас сервисный центр находится в ином субъекте, нам необходимо этот товар доставить, потом его получить, поэтому срок может быть больше, они вами учитываться не должны. Законодатель четко заявил о максимальном сроке в 45 дней, в течение которого продавец обязан не только осуществить ремонт товара, но и при необходимости осуществить его доставку до сервисного центра и сервисного центра. Эти нюансы вас беспокоить не должны. Как я уже сказал, в случае осуществления гарантийного ремонта период гарантийного срока должен быть продлен на нахождение товара в ремонте. Это дополнительная гарантия для того, чтобы в дальнейшем, в случае выявления новых недостатков, вы могли, опять же, реализовать все ваши права. Важный момент связан с длительным периодом ожидания гарантийного ремонта и дополнительной гарантией потребителя иметь возможность пользоваться необходимым ему товаром. Понятно, что сдавая телефон либо ноутбук на гарантийный ремонт, длительный гарантийный ремонт, вы должны каким-то образом иметь возможность пользоваться и средством связи, если это телефон, и ноутбуком, который может быть вам нужен для учебы в том числе. Поэтому здесь вы вправе заявить продавцу о необходимости предоставления подменного товара. Опять же, хочу заметить, что об этом вы должны заявить самостоятельно. Законодатель не возложил на продавца обязанность, безусловную обязанность по предоставлению подменного товара потребителю. Эта обязанность возникает только в том случае, если потребитель об этом заявил. Заявить об этом следует в письменном виде, как мы этого уже касались, и в течение 3-дневного срока вам предоставят подменный товар с аналогичными свойствами на период осуществления гарантийного ремонта. Ну, коснемся той ситуации, когда у нас есть возможность заявлять иные требования. Но вот не относится у нас товар к технически сложным товарам, либо же у технически сложного товара в течение 2 недель был выявлен недостаток. Здесь мы можем потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества. В этом случае период вашего ожидания составит всего 7 дней с момента заявления. Но в случае, если продавцу может потребоваться необходимость в дополнительной проверке качества, этот срок может быть увеличен до 20 дней. Ну, здесь, исходя из названия самого требования, все, в общем-то, понятно, что товар, который вы купили с недостатком, вам поменяют на аналогичный товар
надлежащего качества. И еще одно требование, которое вы можете заявить, это требование о возврате уплаченных денежных средств. Ситуация аналогичная замене товара ненадлежащего качества и отличается только тем, что ваше требование должно быть удовлетворено в течение 10 дней с момента его заявления. И в случае с возвратом денежных средств иногда возникают вопросы стоимости товара. Бывают ситуации, когда цена товара при покупке оказалась ниже, чем та цена, которая действовала на товар в момент, когда вы столкнулись с его недостатком и заявили требование о возврате уплаченных денежных средств. Вот в этом случае у потребителя есть дополнительная гарантия защиты, которую установил законодатель. В случае, если на момент заявления требования о возврате денег стоимость товара увеличилась, вы вправе потребовать у продавца выплаты той стоимости товара, по которой она у продавца в настоящее время продается. Отдельно можно коснуться тех ситуаций, когда товар ненадлежащего качества был куплен вами в кредит. И помимо стоимости самого товара, вы были обязаны оплачивать еще и проценты за пользование кредитом. В этом случае потребитель опять же имеет дополнительные гарантии защиты. В случае расторжения договора купли-продажи, который вы покупали в кредит, вы имеете право потребовать у продавца выплаты и тех процентов, которые вы платили по заключенному кредитному договору. Но если с требованиями, которые вы можете заявить при выявлении недостатков, все более-менее понятно, теперь мы можем коснуться именно того, что недостатки бывают различными. Столкнувшись с недостатком, заявив соответствующие требования продавцу, вы можете столкнуться с тем, что продавец вам откажет в удовлетворении заявленных требований. Зачастую этот отказ обусловлен тем, что недостаток не является производственным. Соответственно, продавец признает случай негарантийным. И вот здесь могут возникать отдельные сложности и трудности для потребителя в части его дальнейших действий. Когда вы выявляете недостаток и сдаете товар с претензией либо о проведении ремонта, либо о возврате денег, либо о замене товара ненадлежащего качества, продавец в установленные законом сроки, то есть либо 45 дней, либо 7 дней, либо 10 дней, в целях определения возможности удовлетворения ваших требований может провести проверку качества. На проверке качества можно отдельно остановиться, потому что многие путают проверку качества продавца
с проведением экспертизы. Это ни в коем случае не тождественное понятие. Это абсолютно разные этапы, которые в том числе влияют на дальнейшее развитие событий и на дальнейшую защиту, в том числе и судебную в случае необходимости. Проверка качества заключается в том, что продавец своими силами осуществляет осмотр товара и дает заключение относительно характера возникновения недостатка. Производственный, приобретенный. Является этот случай гарантийным, либо не является. Если же продавец дает заключение о том, что случай не гарантийный, вы имеете возможность не согласиться с заключением проверки качества и пойти путем проведения экспертизы. На этом этапе у вас есть два варианта того, каким образом эту экспертизу можно осуществить. Вы либо можете заявить продавцу ваше несогласие с заключением проверки качества и потребовать за счет продавца провести экспертизу. Либо же вы можете, не согласившись с результатами проверки качества, проведенной продавцом, самостоятельно выбрать экспертную организацию, оплатить проведение экспертизы и получить заключение. Каждая ситуация имеет свои нюансы и где-то недостатки. Основной недостаток обращения к продавцу с требованием проведения экспертизы заключается в том, что в этом случае продавец сам будет определять экспертную организацию, которая будет осуществлять экспертизу. Вы здесь повлиять на это не можете. В этом случае, конечно, недостаток достаточно значительный для вас, как для потребителя, который в том числе может вызвать сомнения в объективности заключения эксперта. Я всегда рекомендую обращаться в экспертную организацию самостоятельно, определив того эксперта, с кем вы хотите в дальнейшем работать. В этом случае настоятельно рекомендую известить продавца в письменном виде о дате, месте и времени проведения экспертизы, чтобы продавец также имел возможность участвовать при проведении экспертизы. Многие скажут, что зачем же самостоятельно оплачивать услуги эксперта, если это может сделать продавец. И вот здесь я тоже не соглашусь с такой позицией, потому что законодатель установил, в случае, если в результате проведенной экспертизы будет выявлено то, что недостаток не является производственным, случай является негарантийным, расходы на проведение экспертизы продавец может возложить на потребителя. Поэтому всегда предлагаю проводить экспертизу самостоятельно в том экспертном учреждении, которому вы доверяете. В процессе обсуждения возможных действий потребителя я упоминал о том, что случай гарантийный, случай не гарантийный. Вот здесь мы касаемся в том числе и так называемого гарантийного срока, который устанавливается либо изготовителем, производителем, либо продавцом. Что такое гарантийный срок? Это тот срок, в течение которого
продавец, изготовитель, производитель при выявлении производственных недостатков будут осуществлять его устранение, либо исполнение иных требований за свой счет. Средним показателем у нас является гарантийный срок 1 год, исходя из практики. Бывают ситуации, когда он составляет менее года, бывают ситуации, когда он более года. Но здесь есть очень важный момент, который известен далеко не всем. Законодатель в целях дополнительной защиты потребителей установил, что все требования, которые потребитель при выявлении недостатка может заявлять, могут быть заявлены в течение 2 лет с момента покупки товара, даже в том случае, если гарантийный срок составляет менее чем 2 года. Это дополнительная защита, дополнительная гарантия, которой можно и нужно пользоваться. Но и здесь есть один нюанс. В случае, если недостаток был выявлен в течение гарантийного срока, наличие либо отсутствие недостатка должен доказывать продавец, либо изготовитель, производитель. Если же недостаток был выявлен по истечению гарантийного срока, но в течение 2 лет с момента его покупки, тогда наличие недостатка должен доказать сам потребитель. Это очень важный и принципиальный момент. Мы должны понимать, что если недостаток возник в течение гарантийного срока, тогда мы в любом случае идем к продавцу, либо изготовителю. Бывает ситуация, когда продавец заявляет о том, что мы этим не занимаемся, у нас есть сервисный центр, обращайтесь туда. Во избежание дальнейших сложностей я всегда рекомендую обращаться к продавцу. Не нужно самостоятельно решать те проблемы, которые законом возложены не на вас. В ситуации, если же гарантийный срок истек, но 2 года с момента покупки еще не прошли, вы до того, как обратиться к продавцу, можете обратиться в специализированный сервисный центр для диагностики. Можете обратиться в экспертное учреждение для получения заключения. Главное получить документ, который будет подтверждать наличие в товаре недостатка. И вот уже с этим документом вы можете обращаться к продавцу. И заявлять соответствующие требования, которые были установлены законодателем. То есть осуществление ремонта, возврат уплаченных денежных средств или обмен товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества. Ранее мы касались вопроса неустойки, которая может возникнуть после направления претензий и неудовлетворения требований потребителя, заявленных в этой претензии. Неустойка установлена законодателем, она составляет 1% от стоимости товара за каждый день просрочки. Как мы это считаем? Мы обращаемся к продавцу, подаем претензию, заявление, требования о ремонте, либо обмене товара, либо возврате денег. Далее у продавца есть определенный срок, установленный законодателем,
о котором мы уже говорили. Если продавец в установленный срок ваше требование не удовлетворил, то со следующего дня можно рассчитывать неустойку, которую продавец вам обязан выплатить в дальнейшем. Товаров ненадлежащего качества мы в целом коснулись, поэтому можно перейти к иной ситуации, которая, наверное, такая же распространенная, как и наличие недостатков. Это покупка товара надлежащего качества, который вам в дальнейшем не подошел. Бытует заблуждение, что в течение 14 дней со следующего дня после покупки можно вернуть любой товар, который вам не подошел, вас, опять же, чем-то не устроил. С этим согласиться ни в коем случае нельзя, потому что и в этой ситуации, как и с технически сложными товарами, законодателем было принято постановление, которое утверждает перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену либо возврату. Соответственно, перед тем, как заявить требование о том, что вам товар не подошел, что вы хотите его обменять, либо получить деньги, необходимо сначала узнать, а подлежит ли вообще данный товар при отсутствии в нем недостатков. Это очень важный момент. Обмену либо возврату. На практике случаются такие ситуации, когда в товаре, который не подлежит обмену либо возврату, выявляется недостаток, и продавец отказывает в удовлетворении требований, ссылаясь на том, что этот же товар входит в перечень товаров, которые не подлежит обмену или возврату. Ни в коем случае здесь нельзя согласиться с данной позицией, поскольку наличие недостатков товара, оно отдельное основание для заявления требований. Оно никак не связано с иными перечнями. В случае, если в товаре есть недостаток, все, чего мы можем дополнительно коснуться, это перечня товаров, которые относятся к технически сложным. Иные акты здесь вам, в принципе, и не нужны. Ну вот, вернемся все-таки к товарам надлежащего качества, которые вам не подошли. Что же с ними делать? Ну, мы с вами уже знаем о перечне товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену или возврату. Убедились в том, что купленный вами товар в этом перечне отсутствует, и идем к продавцу. Опять же, зачастую бытует ошибочное мнение, что мы можем вернуть деньги за товар надлежащего качества, который нам не подошел. И вот здесь многих, кто с этим сталкивался, я, возможно, удивлю, потому что скажу, что это не так. Законодатель определил, что в случае покупки товара надлежащего качества, который потребителю не подошел, потребитель имеет право на обмен товара. И только в том случае, если у продавца нет иного подходящего потребителю товара, потребитель может потребовать возврата денег.
Это очень важный принципиальный момент, который мы чуть дальше обсудим. Что же нам необходимо соблюсти, чтобы обменять неподошедший нам товар надлежащего качества? Мы должны сохранить его товарный вид. Мы не должны допускать его эксплуатации. Мы должны сохранить все ярлыки, которые на нем находились и были наклеены, повешены, установлены заводом-изготовителем. Есть здесь некая неопределенная позиция, согласно которой часть потребителей полагает, что если какой-либо ярлык снять с товара и сохранить его в качестве уже отдельного элемента, то в этом случае можно товар сдать. Если завод-изготовитель предусмотрел, что определенные ярлыки определенным образом закреплены на этом товаре, то они должны на нем находиться. То есть, иными словами, сдавая неподошедший товар, вы его должны сдать в том виде, в каком вы его купили в магазине, в каком виде этот товар в магазине дальше будет находиться и должен находиться. Все иные отступления от внешнего вида, наличия следов эксплуатации, они лишают вас права обмена товара надлежащего качества, не подошедшего вам. Ну так вот, сейчас мы уже подошли к тому, что мы поняли, что товар нам не подходит. Мы обратились к продавцу и видим, что иного подходящего товара в ассортименте нет. И, соответственно, нам остается заявлять только требования о возврате уплаченных денег. Если исходить из существующей судебной практики, в заявлении о возврате уплаченных денег за товар надлежащего качества, который нам не подошел, мы обязательно должны указать, что иного подходящего вам товара у продавца нет. Всего лишь одно предложение. Однако его наличие, либо его отсутствие существенно в дальнейшем может повлиять на удовлетворение ваших требований, в том числе и в суде. Практика складывается по такому пути, что если потребитель не отражает возможность, либо невозможность, точнее, обмена товара надлежащего качества, который не подошел ему, то суд отказывает в удовлетворении требований о взыскании с продавца уплаченной за товар суммы. Это тот момент, который надо учитывать, и ни в коем случае нельзя его забывать. Что касается сроков удовлетворения требований потребителей, при подаче данного заявления, здесь самый небольшой срок, который предусмотрел законодатель, и он составляет 3 дня. Далее мы можем коснуться еще одного способа продажи товара. Это так называемый дистанционный способ продажи товара, как его назвал законодатель. Ну, простыми словами, на сегодняшний день большая часть дистанционных продаж осуществляется через интернет путем заказа
как с интернет-сайтов производителя, так и через площадки, такие как Озон, допустим. Что необходимо иметь в виду? Поскольку в случае с дистанционной продажей и покупкой, соответственно, товара, потребитель не может ознакомиться с товаром лично, законодатель предусмотрел безусловную возможность возврата товара в течение 7 дней с момента его доставки, не относя его к каким-либо иным категориям. То есть, если вам товар пришел, вы обнаружили, что он вам не подходит, и покупали вы его дистанционно, в этом случае вы можете этот товар вернуть либо обменять. С какими нюансами мы можем столкнуться во всех ситуациях при договорах купли-продажи и решении вопросов об устранении недостатков, либо удовлетворении отдельных требований потребителя? Это могут быть недостатки, это могут быть прошу прощения, обстоятельства, связанные с дополнительными расходами, которые несет потребитель. Расходы на доставку товара, расходы на его монтаж, демонтаж, на покупку каких-либо сопутствующих товаров. Здесь же мы можем говорить о том, что если выявленные в товаре недостатки, а эти расходы зачастую возникают именно при покупке товаров, в которых в дальнейшем был выявлен недостаток. Если недостатки являются производственными и случай является гарантийным, то ваши расходы в качестве убытков могут быть взысканы с продавца. Отдельная ситуация связана с такими товарами, как, например, предметы бытовой техники, холодильники, стиральные машины. То есть все товары, которые имеют достаточно большие габариты и, что важно, вес более 5 килограмм. В этой ситуации, если указанный товар имеет недостаток, вы не обязаны самостоятельно доставлять его продавцу. Вам достаточно заявить продавцу требования либо о ремонте, либо о замене товара, либо о возврате денег, сослаться на то, что товар весит более 5 килограмм, является крупногабаритным, и продавец за свой счет обязан осуществить непосредственно доставку данного товара с места его нахождения у вас дома до магазина. Это тоже немаловажный момент, потому что зачастую многие люди сталкиваются с тем, что в силу габаритов товара им проще не заявлять каких-либо требований, либо терпеть недостаток товара, либо своими силами как-то его устранить, обращаясь в том числе и в сервисные центры по совету продавцов, которые говорят, что зачем вы нам его будете вести. Нет, в данном случае надо помнить, что законодатель предусмотрел защиту продавца. И никогда не следует идти на компромиссы в первую очередь с самим собой,
необходимо помнить, знать и уметь реализовать все права, которые вам предоставлены законом. Можно коснуться данной области еще одной ситуации, которая на сегодняшний день распространена. Это продажи товаров на выставках, продажи товаров посредством размещения одностраничных сайтов, лендингов. Здесь надо быть максимально внимательными, потому что зачастую это все продажи, которые для продавца практически одноразовые. То есть надо понимать, что в этом случае вы можете не только не получить товар или получить товар, который не соответствует тому качеству, на которое вы рассчитывали, но и в дальнейшем вы не сможете осуществить свою защиту, в том числе и в суде, потому что под эти купли-продажи создаются отдельные организации, деньги с которых моментально выводятся. И в дальнейшем, даже если вы правильно все сделаете, фактически вернуть денежные средства у вас не получится. Что же вы можете заявить дополнительно, помимо требований, установленных законом, помимо возможности взыскания неустойки, помимо убытков? С неустойкой, я думаю, здесь все максимально понятно, потому что направляется претензия по истечению определенного срока. Если требование остается без удовлетворения, здесь мы вправе также требовать неустойку. 1% в день, повторюсь, от цены товара за каждый день просрочки. И здесь, опять же, очень важный момент. В случае договора купли-продажи неустойка не ограничена. Она может превышать стоимость товара. К убыткам мы отнесем все те расходы, которые потребитель должен был понести, либо понес в целях эксплуатации товара, в котором в дальнейшем был выявлен недостаток, то есть товара ненадлежащего качества. Помимо этого, потребитель также вправе потребовать компенсации морального вреда. То есть это денежные средства, которые компенсируют ваши переживания, волнения, определенные неудобства, которые вы испытали вследствие неисполнения продавцом своих обязательств, либо ненадлежащего исполнения. Здесь следует опять же отметить, что законодатель дополнительно защитил потребителя, и для взыскания компенсации морального вреда не нужно предоставлять каких-либо дополнительных доказательств, будь то обострение заболеваний, вызова врачей скорой помощи, терапевта, повышение давления. Для взыскания компенсации морального вреда в делах о защите прав потребителей достаточно установления факта нарушения прав потребителей. Достаточно того,
что продавец ненадлежащим образом исполнил свои обязанности. Помимо этого, есть еще одно требование, которое даже если вы в дальнейшем в суде не будете заявлять, суд самостоятельно исполнит обязанность по взысканию. Это право на получение штрафа. Штрафа за несоблюдение требований продавцом в добровольном удовлетворении заявленных требований. Штраф взыскан может быть только в случае, если потребитель вышел в суд, и он составляет половину от всей взысканной судом суммы. Это дополнительная мера ответственности направлена на то, чтобы продавец более внимательно относился ко всем возникающим ситуациям, и часть дел решалась все-таки в досудебном порядке, не доводя их до суда. Здесь же мы, наверное, можем еще коснуться относительно уже не самой распространенной ситуации, но которая все еще бывает. Это отношения из купли-продажи товаров, которые вы предварительно оплатили. Здесь важно отметить, это не дистанционная торговля, это та ситуация, когда вы пришли в магазин, обнаружили, что интересующий вас товар отсутствует, но магазин имеет возможность вам его доставить. На сегодняшний день подобных ситуаций не так много, потому что очень большой пласт торговли перешел именно на дистанционные продажи, на интернет-заказы. Но тем не менее мы коснемся и этих ситуаций. Вы приходите в магазин, оставляете сумму предоплаты, установленной продавцом. И здесь продавец должен установить срок, в течение которого товар будет вам поставлен. А вы в обязательном порядке должны этот срок зафиксировать. Либо в заключенном договоре купли-продажи, либо путем написания соответствующих сроков на том же самом кассовом чеке. Практика бывает и такая, товарном чеке с подписью и печатью продавца. Соответственно, если этот срок указан не будет, то в дальнейшем вам сложнее доказать нарушение ваших прав, когда товар не доставлен именно в те сроки, которые вам продавец обещал. Потому что на практике ситуация всегда одна и та же. На словах вам обещают привезти этот товар уже практически через неделю, а когда дело коснется подписания документов, там можно увидеть и 30 дней, и 60 дней, и более того, дни эти будут еще и указаны как рабочие дни, что еще сильнее увеличит этот срок. И здесь надо понимать, что вы имеете возможность отказаться от исполнения договора купли-продажи, если сроки как не будут соблюдены, так и сроки доставки товара не наступили. Вправе установить продавцу новый срок, если все-таки этот товар вам нужен. Тем самым вы фактически соглашаетесь на увеличение срока поставки. Ну и помимо всего прочего, также вправе вы
взыскать неустойку. И вот здесь, опять же, важный момент. Эта категория отличается от всех остальных договоров купли-продажи, потому что неустойка здесь составляет половину процента от стоимости товара. И неустойка не может превышать стоимость товара, который вы уже оплатили. На эти моменты также следует обращать внимание, потому что ваше длительное ожидание не всегда может быть надлежащим образом компенсировано. Как в случае, если бы это был обычный договор купли-продажи или договор купли-продажи, заключенный дистанционным способом. В целом, основные моменты по возможности заявления требований, по возможности получения каких-либо дополнительных компенсационных выплат мы рассмотрели. И в заключение я бы хотел коснуться важного нюанса в этих правоотношениях. Это момента получения товара. Момента получения товара даже в магазине и момента его осмотра. На сегодняшний день большие крупные торговые сети успокаивают покупателей, ссылаясь на то, что вот зачем вы будете проверять товар в магазине, включать его. Ну, это в большей степени, наверное, касается бытовой техники. Когда у вас есть 14 дней, в течение которых вы, безусловно, можете этот товар возвратить. Ну, поскольку мы с вами уже поняли, что и в течение 14 дней имеются определенные сложности, определенные нюансы, подводные камни, мы уже должны на этом этапе не доверять продавцам, а осуществить проверку товара на месте. Для чего нам это надо и что нам это даст? Ну, поскольку мы уже узнали, что есть недостатки производственные, а есть недостатки приобретенные, на этапе проверки товара в магазине вы можете выявить такой недостаток, как повреждение товара в процессе доставки. В случае, если вы это выявляете в магазине, то по большому счету и доказывать вину продавца вам не нужно, потому что все очевидно. А вот если же вы забрали товар, не распаковывая, привезли его домой и увидели, что, скажем, на весьма дорогом и большом телевизоре разбит экран, вот уже в этом случае вы столкнетесь с большой проблемой в том, чтобы доказать, что этот недостаток, который является приобретенным, который не является гарантийным, он возник до того, как вы получили этот товар у продавца. Далее, может быть ситуация, когда товар в упаковке будет просто отсутствовать. И здесь абсолютно те же сложности в доказывании. Потому что позиция большинства магазинов, и неважно, это большие магазины, крупные торговые сети, либо же это какой-то небольшой частный магазинчик у индивидуального предпринимателя, будут исходить из того, что в момент передачи вам товара они обязательства исполнили, а все, что с этим товаром возникло после этого,
будь то исчезновение, повреждение в процессе доставки, это уже целиком и полностью ваша вина. Эти дела самые сложные в доказывании, и даже с участием специалистов, с привлечением квалифицированных юристов в судебное заседание для представления ваших интересов, нет никаких гарантий, что вашу правоту получится доказать. Поэтому те 5 минут, которые вы можете потратить в магазине, убедившись, что вы купили именно то, что хотели, и в том состоянии, в каком этот товар должен быть, эти 5 минут могут спасти вас от больших и дорогостоящих проблем и затрат, которые вы можете понести в дальнейшем, в том числе на судебные расходы. И отдельно, наверное, коснусь такой техники, как смартфоны компании Apple. Потому что именно они, ну и вся продукция Apple, немножко выбиваются из всей остальной линейки технически сложных товаров. Какие здесь есть нюансы? Нюансы с этой техникой начинаются уже в момент ее покупки. Исходя из политики компании, исходя из тех рекомендаций, которые даются продавцам от производителя, до момента оплаты у вас не будет возможности вскрыть упаковку со смартфоном для того, чтобы убедиться, что там в целом смартфон есть, и в целом он не имеет каких-либо недостатков. Эта проблема характерна именно для данного производителя. Далее, даже если при покупке недостатки не были выявлены, но они были выявлены в процессе эксплуатации. Производитель данной техники определил свои стандарты по ее ремонту, по его гарантийному обслуживанию. Эти стандарты противоречат в какой-то степени действующему законодательству, закону о защите прав потребителей, в том числе уже неоднократно рассматривались судами, и по ним имеется отдельная практика, почему я, собственно, и выделяю данную технику. Допустим, в случае с осуществлением гарантийного ремонта смартфона Apple, сервисный центр этот ремонт не производит. А точнее, производит ремонт путем замены данного телефона. По большому счету, данное действие, с одной стороны, вроде и не ухудшает положение потребителя, но с другой стороны, производитель, продавец не выполняет требований потребителя, которые были заявлены. Поэтому, если по каким-то причинам для вас имеет значение именно этот конкретный телефон, и вы сдаете его на ремонт, то здесь вы можете получить его, точнее не получить его, получить другой телефон, да, в надлежащего состояния, надлежащего качества, с новыми гарантийными сроками. И уже в этом случае, если вы вдруг захотите потребовать с продавца и неустойки, и иные какие-то ваши расходы и убытки,
уже на основании того, что данный производитель, данный продавец не исполнил вашего требования надлежащим образом, вы можете эти требования заявить. В остальном, как таковых нюансов, связанных с этой техникой, наверное, больше нет. Ну и здесь, конечно, хотелось бы еще раз напомнить, что никогда не отталкивайтесь исключительно от гарантийных сроков, которые установлены продавцом либо изготовителем. Помните, что если гарантийный срок составляет менее 2 лет, то в пределах этого двухлетнего срока вы имеете право реализовать все ваши права, которые предусмотрены законом.